Ну, что еще сказать? А количественно сколько было вот нынче? То есть какие меры воздействия вы принимаете в отношении управляющей компании или отзываете лицензию? И сколько их было отозвано в этом году? Сколько было привлечено вообще? Ну, опять же, вот это я заметил, что ну, как лицензирующий орган. Бывают вопросы, да, почему, ну, и жильцы нам пишут, отзовите лицензию, уберите управляющую компанию. К сожалению, опять же, вроде бы полномочия есть по внесению предложения в комиссию о аннулировании лицензии, но чтобы это сделать, установлен порядок. 3 судебных решения. Не обязательно. Там есть определенный порядок по наполнению, там, по появлению вот этих критериев, когда появляется у лицензионного органа право поднимать этот вопрос. Например, из состава лицензиата дом может уйти при неисполнении 2 предписаний, принятых решений судом, по 2 неисполненным предписаниям в течение 1 календарного года. На сегодняшний день по всей России, ну, по центральной части, как показывает судебная практика, такие прецеденты есть, а у нас в Якутии пока на сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Потому что... Здесь большим рычагом на сегодняшний день как раз должен у нас появиться совет МКД, который мы вот пытаемся ее создать. Да? Ну, совет МКД создавали же давно. Это по жилищному кодексу обязанность есть, создавали, но на сегодняшний день мы на себе не отмечаем. И, наверное, тоже потребители особо пользы от этого института. То есть я вас правильно понял, не что не было такого, что претензии вообще изымали в Якутске? По республике нет. А ваше ведомство, получается, выступает истцом, например, в интересах жильцов? При наличии оснований она обязана. Она обязана выступить. Но пока этих оснований нет. Можно вопрос? У нас 3 предписания по Бестужа Малинска, где их уже 2, 3 предписания не исполнено. УК промышленное. Судебное решение. А ГЖИ пока к ним опять не обратишься, они не реагируют. Судебное Вот решение я нет. хочу к вам обратиться. Арсенал промышленный — это действительно организация, которая постоянно на слуху. Есть определенные вопросы к деятельности данных организаций. Но, вот как отметил Сергей Афанасьевич, управляющая компания руководствуется действующим законодательством и умело использует пробелы. Ну, это выживание. Они пришли зарабатывать, естественно, они используют все пробелы в законодательстве с умелыми юристами. Плюс еще у нас 294 ФЗ, который защищает права юридических лиц, иной раз даже больше защищает права, чем потребителя, гражданина. Это тоже мы отмечаем. Но тем не менее, закон есть закон, он обязателен для всех. И у судов четкая такая позиция. Мы здесь никак не можем руководствоваться эмоциями. Если даже мы говорим, что есть нарушение, но по букве закона надо соблюсти какие-то вот эти регламенты, прикачество, вот это все действительно мешает и действительно добиться устранения нарушений. Это есть. И, естественно, обыватель, потребитель со своей позиции, со своей колокольни рассуждает, что вот надзорный орган плохо реагирует, иной раз даже обвиняет каких-то более тесных взаимоотношений между проверяемым и проверяющим. Нет, такого не может быть в принципе, потому что все-таки мы свою работу исполняем и стараемся исполнить его качественно. Да, я сказать хочу одно слово да, вот, по поводу того, что вот, я не против того, что вот, организация есть такая, которая взаимодействует. Она будет там от вашего желания, нежелания существовать. Сам факт того, что, понимаете, вот, Евгений Афанасьевич, в принципе, правильную реплику сказал насчет того, что ну, я понимаю, сразу это дело будет закидываться там в Facebook, я не знаю, в Instagram, и через все это. Но у меня просьба большая, да, не разобравшись, что принимала ли управляющая компания какие-либо усилия, обращалась ли она мы за объективные оценки тогда. чтобы это не получилось нашмаливание. А вы же понимаете, да, то есть
сам факт, что управляющая компания в этой цепочке ЖКХ находится на Ниже почти. самая низшая ступенька, даже не ступенька, это земля, чтобы не получилось так, что ее все растаптывают вообще конкретно, еще и прыгают, и на костях идут еще танцевать. И чтобы этого не получилось, у меня просьба такая, да, Есть. вот данных общественников, чтобы, если что, хотя бы сначала подойти к управляющей Переговорить, компании, встретиться с Да. управляющей да, компанией, и конечно. только после этого уже там двигаться. И мы за объективность. Да, да. однозначно. Нет, я вам поясню, да, как вы зовут? Роберт, Роберт, да? Я вам тоже поясню, тоже я сказал, то, что мы не собираемся заниматься коммунальным терроризмом или общественным терроризмом, да? Мы всегда интересуемся у заявителя, куда обращался, что делал, там, или ходил в округ или нет, получается. Если есть, у меня есть возможность, допустим, позвонить там Азизову, да, я ему звоню, получается, уточняю ситуацию. Если у меня есть возможность позвонить там Гузель Рустамовне, да, я тоже звоню, получается. Все в ручном порядке это решается, да, без всяких там. Но если, получается, ситуация не исправляется, допустим, да, округ тоже там бездействует, например, да, вот, к примеру, Октябрьский, да, мы вынуждены, получается, подключать общественность, получается, для ускорения данного процесса. Вот.